В салоне автобуса организовал нарушение требований 2.1.2 правил дорожного движения, привозил пассажиров не пристегнутыми ремнями безопасности. Примерно 2 часа 03 минуты 3.11.15 года организовал двигаясь нарушение требований пункт 10.3 правил дорожного движения Российской Федерации по указанному второй дня населенных пунктов крайне левой без превышения периода допустимой скорости свыше 112 км в час. Внимательно предупредить окружающей обстановке возникшей на ней изменений не было. Скорость движения своего транспортного средства нарушение требований пункта 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации избрал без учета состояния транспортного средства, дорожных метеорологических условий, темного времени суток, отсутствие искусственного освещения, видимость не менее 100 метров, уклона на спуск и поворот проезжей части вправо, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства для выполнения требований указанных правил. Аргентинян, приближаясь к опасному участку дороги, о котором он был заблаговременно уведомлен, предупреждающим дорожным знаком 1.12, 1 опасный поворот, 1.34, 1 направление поворота, 1.15 скользкая дорога, инвестиционным знаком А6, 2 рекомендуемая скорость 70 км в час, в приложении 1 правилам дорожного движения Российской Федерации осуществляя правый поворот, избрал безопасный траекторию движения своего транспортного средства и продолжил движение с прежней скоростью, чем поставил под угрозу жизни и здоровья перевозимых им пассажиров. В результате своих действий не справился с управлением автобусом, пересек сплошную линию дорожной разметки 1.2.1, приложение 2 к правилам дорожного движения Российской Федерации, пресекать которое запрещается нарушение пункта 9.9 правил дорожного движения Российской Федерации, выехал на левую обочину. Аргентинян своим действием поставил себе такие условия, при которых при возникновении опасности, которая для движения транспортных средств представляла металлическое ограждение, установленное на левой обочине, которую он при должной внимательности предусмотреть состояние было обнаружить, не смог принять всех возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. В результате чего Аргентинян совершил наезд на металлическое ограждение, установленное на левой обочине, потерял контроль над движением транспортного средства, чего автобус пересек проезжую часть и опрокинулся на металлическое ограждение, расположенное на правой обочине. В результате чего повлекло причинение тяжкого вреда здоровью как опасным для жизни для пассажиров, повлекших смерть, и тяжкого вреда здоровью самим пассажирам. Ну, если одним словом, во-первых, приговор незаконный, это так говоря процессуальным языком, а если так по-житейски, отвратительный, несправедливый приговор. Хуже приговора за 20 с лишним лет практики я давно такого не слышал. Даже в наших условиях, где наша судебная система не особенно блестит своими успехами, но даже в этих условиях я такого приговора давно не слышал, не видел. Ваши действия? Обжалование, только обжалование. Потому что мало того, что здесь были грубейшие процессуальные нарушения, как право на защиту, но для того, чтобы было понятно, в двух словах, чтобы вам было понятно, человек, не владеющий письменным русским языком, имеет право знать, в чем он обвиняется. Для этого присмотрен специальный акт. Это называется обвинительное заключение, где приводятся все доказательства обвинения. В нашем деле это 112 листов. Вот этот документ был переведен на армянский язык, был переведен, наверное, не переводчиком, а машиной. То есть там не было армянского языка. Мы представили заключение Института языка из Академии наук Армении, где говорят, что это не перевод, это действительно перевод. И фактически этот человек вошел в суд, не зная, в чем обвиняется, и до конца твердил судье, что дайте возможность ознакомиться с нормальным переводчиком, и хотя бы устно дайте переводить. Это во-первых. Во-вторых, причина ДТП следственные органы, прокурор и особенно суд тщательно укрыл. Фактически это, я считаю, даже не должностным проступком или недопониманием. Но бывает так, когда у нас же и судьи, и прокуроры, они же не от Бога, правильно? Они же живые люди, ошибаются. Здесь не идет речь об ошибке. Это здесь запланировано, тщательно, ну, по их мнению, грамотно завуалировано скрытие, укрытие преступления. Это преступление. Потому что все убедились, что причиной ДТП является заводской брак автобуса. Все убедились, что этот автобус с таким заводским браком, они курсируют по российским дорогам, и каждую минуту мы можем получить новый ДТП. Они фактически укрыли. Почему укрыли? Либо это привычка, раз человек сидит, он должен получить срок, это такая привычка. Либо китайский производитель, это мировая компания, автобусная компания китайская с оборотом 25 миллиардов долларов в год. Я думаю, что они сумели убедить российских должностных больших лиц, генпрокурора там, или там, его зама, или там, кто там в МВД, там, и сумели убедить, что лучше обвинить водителя, чем поставить под сомнение их имидж, их бренд, их интересы деловые. Здесь я другого просто не вижу. Это, я думаю, что мы выясним. В первую очередь будем требовать экспертизу, потому что эксперты, которые
судья так тщательно несколько раз и повторял о своей беспомощности, все время опираясь на это. Эти эксперты лично были заинтересованы. Они из Тульской области, они были под огромным влиянием и нажимом следственного органа, и они в ходе своих показаний в суде, они полностью признались, что их экспертиза не соответствует ни стандартам, ни определенным правилам проведения экспертизы. Они даже не скрывали, что их заставили так писать. И фактически вывод такой, может быть, это так явно не звучало, но вывод, анализ их допросов в суде, это об этом говорит. Ну и самое главное, заключение специалиста, который суд не принял. Специалист был по ходатайству потерпевшей стороны, со стороны прокурора и потерпевшей стороны. Это их специалист осмотрел и пришел в ужас. Он посмотрел, как вы можете утверждать, что здесь и тормозная система, рулевая система работоспособна, когда я вижу, здесь все не работоспособно, то есть здесь все разбито. И причина ДТП не в ударе левой частью передней, а с задней частью, где там видно, что сорван двигатель и коробка передач от удара сзади. А спереди там есть только следы протертости. То есть вопиющие противоречия. Поэтому мы требовали назначения экспертизы, чтобы выяснить вопрос. Но у суда была задача, что генпрокурор России не может ошибиться. Раз он подписал обвинительный, значит должен быть обвинительный приговор. То есть все как всегда. Все как всегда.